Ольга Александровна, скажите, пожалуйста, кто в вашей жизни был любимым учителем, либо любимыми учителями? Спасибо. Вообще учитель для меня само понятие вызывает трепет. И мне в этой жизни очень здорово повезло. У меня были только хорошие, только любимые учителя, начиная с первой учительницы и завершая уже моим научным руководителем по кандидатской и затем докторской диссертации. Конечно, когда вспоминаешь учителей в твоей жизни, приходят именно те, которые связаны с твоим любимым предметом. Хотя я в школе была отличницей и по всем предметам занималась хорошо, но математика, она всегда меня увлекала. Поэтому, может быть, вот эта любовь к математике и была привита моей первой учительницей по математике Дементьевой Галина Александровна, к сожалению, уже ушедшая в лучший мир. Вот вы знаете, она ничего такого особенного на уроках не делала. Никаких таких завлекалочек, каких-то технологий, то, что мы порой делаем с современными школьниками, учащимися студентами. Все четко, понятно, спокойно. Ну, наверное, чем мне математика-то нравилась, потому что там можно на любой вопрос «почему?», «откуда?» ответить. И не потому, что это мне так кажется, а потому что это объективно в рамках той теории, которую мы рассматриваем. И вот эта уравновешенность, вот эта понятность, которая сразу была расставлена, ну вот по новой нумерации это 5 класс, а я еще училась по старой, это 4. Хотя она очень была такая неэмоциональная, она не смеялась, не шутила. Вот когда называют математиков сухими людьми, наверное, это ей было присуще, как раз без такой дополнительной окраски. Но настолько вот это математические символы, формулы, теоремы настолько были растолкованы, что, конечно, это моя первая любимая учительница. Так, еще раз, вы учились в какой школе, где и в какие года? И кто вместе с вами учился? Да. Ну, я... Нет, еще раз, как бы акцент давайте сделаем. Это было где? Значит, я отношусь к первому выпуску Песчанской средней школы Котловского района Архангельской области. Школа существовала давно, но она была не полной средней. А вот когда стали завершающий этап, то, что нынешняя нумерация 10-11 класс, это вот я являюсь первым выпуском. И вот с этим первым выпуском есть определенная эпопея любимых учителей. То есть, когда мы закончили неполную среднюю школу и перешли впервые, ну вот я по новой нумерации в 10 класс, тогда и приехала целая группа молодых выпускников Архангельского государственного педагогического института, которые стали нас учить. Вот представляете, это вот вчерашние выпускники, вчерашние студенты приехали к нам. У нас разница была 5-6 лет между ними, между нами и учителями. Но вот этот молодой задор, когда хочется работать, когда они понимают, потому что почти сверстники понимают все наши молодежные закидоны. У нас такой был великолепный контакт, и они до сих пор работают в Песчанской средней школе. В 2016 году, кстати, накануне назначения меня на эту должность, я была приглашена на очередной юбилей народного образования в Песчанице. И, как обычно, я отложила это приглашение, потому как у нас все время какие-то
какие-то дела, а это к тому же был октябрь месяц, 5 октября. А потом я почему-то придвинула его к себе и думаю, раз в 5 лет мне приходит вот это приглашение, я каждый раз нахожу какие-то дела, что не могу выехать в родную школу, в которой я уже не бываю, поскольку там мало кто остался, только разве что дальние какие-то родственники. И думаю, а через 5 лет я тем более не поеду, сколько лет мне сейчас? Я зашла на сайт школы и обнаружила, что достаточно много учителей, а именно те, которые приехали в 1980 году учить нас в 10 классе, они еще работают. И вот это была встреча выпускников, незабываемая 5 октября 2016 года. И я встретилась со своими любимыми учителями. Вот, Татьяна Владимировна, которая... Конечно, они когда-то были завучами, когда-то они были директором школы. Ясно, что им сейчас уже приличное количество лет, но они остались в том же задоре. Они также смеются, как вот в те молодые годы. И мне вот особенно хочется сказать про... Вот я еще раз подчеркну, что я все-таки по сути математик, да? Хотя по всем предметам училась хорошо. Но я училась хорошо не потому, что я такая хорошая, а потому что вот эту историю, обществознание, географию, ее нам так преподавали, что ну, просто было невозможно не учить уроки, не отвечать, просто не знать, да? И вот этот молодой задор, где кружки по химии, все секции, вот Прилуцкая Татьяна Валентиновна, она до сих пор работает, ну, правда, не учителем физкультуры. Вот все секции, которые она организовывала, я на все секции ходила. И, наверное, не из-за той любви к физкультуре, хотя это, конечно, мне нравилось, сколько из-за того, что настолько было приятно общаться, настолько легко она отдавала, ну, и свои знания, и умения, и, наверное, любовь к детям. Вот их характеризует, всех моих учителей характеризует любовь к детям. Вот, я назвала Прилуцкую Татьяну Валентиновну, Татьяну Владимировну Раздобурдину, которая тоже сейчас еще работает учителем истории. И, кстати, она еще вела английский язык, поскольку в ту пору были такие выпускники. Ну и особая любовь у меня к учителям, конечно, их, конечно, не называют учителями, преподавателей в педагогическом институте. Да, кстати, выбор моей вот педагогической профессии в большей степени был связан с моими любимыми учителями. Их настолько было много, что, безусловно, я себе даже не представляла другую профессию. Мне хотелось быть такими же, как они. Кстати говоря, это у многих бывает ошибка, любовь к учителю как к человеку, и выпускник выбирает педагогическую профессию, а потом оказывается, что саму-то профессию он не любит, он любил этого учителя. К счастью, в моей ситуации этого не произошло, и мы вот тепло их педагогического таланта, оно вселилось в мою душу, и я с этим теплом и живу. Ну и хотелось бы, конечно, вспомнить своих наставников, которые были в моем педагогическом институте. Это Архангельский государственный педагогический институт, в ту пору орден Знак почета имени Михаила Васильевича Ломоносова. Ныне он преобразован в Северный Арктический федеральный университет имени Ломоносова путем реорганизации с техническим университетом Архангельским. Конечно, любовь к декану факультета. Крылов Александр Сергеевич. Я не знаю, видит ли он этот видеоматериал, но мне хотелось бы признаться ему в любви, поблагодарить его за всю ту физику, которую он нам преподавал. Вот этот человек всегда улыбался, хотя быть деканом факультета, особенно со студентами,
которые, ну, как нынче говорят, с низким баллом ЕГЭ. На физику было поступление не очень. Я на математике училась, но на физику. Проблемы были, конечно, со студенчеством. Отчисление на физмате было всегда большим, к сожалению. И я понимаю, что это была проблемная должность декана, но он всегда улыбался, он всегда любил студентов, он с удовольствием нас приветствовал, посвящал вот этим веникам, святой водичкой в число студентов. И, в общем-то, один из первых, который освоил информатику и на выпускном курсе нам ее преподавал, Зейль, Эрнст Оттович Зейль, заместитель декана. Вот так как он читал математический анализ, наверное, никто больше не сможет его читать. Это невозможно повторить. Это такое уникальное. Вот, ну, ведь мы все знаем, что наука математика к математическому анализу, она же шла век, она страдала эту идею непрерывности. Именно поэтому сейчас те, кто учит математику, для них идея предельного перехода – это одна из сложностей. И это не случайно. Там, где наука мучилась, там мучается и человечество, когда это изучает. И вот эту идею предельного перехода, азы которой даются в школе, и, конечно, никто не понимает из выпускников эту идею. Я в собственном смысле этого понимания в этой идее стремления, да, математического стремления. Ну вот так как это Зейль обычно